что вместе с этим званием он всегда сохраняет высокий уровень спортивного сопротивления и представляет собой очень большую угрозу для всех остальных претендентов в Смотрим и получим истинное наслаждение от просмотра данного противостояния. Случиться может все, что угодно. По 900, по 600 с лишним дней каждый из спортсменов не был в деле. Кто в каком состоянии. Мастер джиу-джитсу против мастера вольной борьбы в первую очередь. Артем отмечал, что их встреча, скорее всего, пройдет в стойке. Сразу начал давить Дави Рамос, как будто по-хозяйски чувствует себя в клетке, а Артем больше вторым номером. И вот на таких вот взрывах будет реагировать на давление со стороны бразильского спортсмена. Да, конечно же, широченный просто плечевой пояс у Дави Рамоса. Он, в принципе, чуть покрупнее и чуть-чуть повыше. Поддавливает джеб в разрез. Увидел здесь Дави. Да, сейчас удается посмотреть практически прямо в глаза Дави Рамосу, и очень холодный взгляд, поверьте мне, друзья. Что ж, пока настраивает свой прицел бразильский боец и через руку. Сначала слева атаковал, теперь справа. Артем Резников. И готовы зарубаться парни. Это самое главное, потому что это основное событие сегодняшнего вечера. Дави излучает сверхуверенность просто. Показывая всем своим видом, что он видит себя обладателем пояса Гран-при. Хотя у нас пока только четвертьфинальная стадия. А не было ли там проблем с ногой у Дави Рамоса, но он продолжает поддавливать. Инициатива у бразильца. При этом стартовый взрыв боковых ударов очень хороший у Артема. Но не так часто он атакует. Еще один джеб. Да, мы видим Артема Резникова, который даже не собирается бороться. Во всяком случае, пока. Хорошо ушел из-под давления, опять провалил несколько ударов. Оглядывается на угол на свой Артем Резников. Здорово! И болтанул сейчас Дави Рамоса совершенно точно, но Артем не опустился во все тяжкие, не стал рисковать. Но так или иначе, самая опасная атака пока за авторством Артема в этом раунде. И небольшая пауза, как будто бы восстанавливается Дави Рамос, а Артем немного отпустил эту ситуацию. Неплохо выигрывает пространство Рамос и постоянно смещается Резников. Он быстро на ногах. По корпусу двойка. Идет в борьбу Дави Рамоса. Спрол тут же от Резникова. В одну ногу проходит уже боец из Казахстана. И тейкдаун. И вот здесь сейчас пойдет настоящая красота, потому что это настоящие мастодонты борьбы. И здесь они действительно могут устроить что-то невероятное. Высоко работает ногами Дави Рамос. Естественно, он будет угрожать всем, чем можно. И тут просто трудно предугадать, что может исполнить и придумать Дави в этом положении. Прижимает себе голову и вот так вот об ноги. Всю опасность прекрасно понимает Артем Резников. Да, такой, ну, наверное, баттерфляй гард, да, все-таки? Да, что-то наподобие, только ноги не просунутые. Здесь есть шанс отбросить Резникова. Но Дави необходимо затащить сюда в гард, партер. Минута 23 до конца первого раунда. Еще один удар. Вкладывается Резников в удары, очень тяжело бьет, это надо признать. Отсюда не получится. Там была попытка выйти на рычаг локтя. Сейчас, конечно, уровень атлетизма у обоих парней просто какой-то невероятный. Да, как будто этих парней из камня вытачивал кто-то, и при этом они ожили. Александр Сарнавский ведет по времени Артема Резникова. Ну что ж, пока полет нормальный для Артема. Но все-таки он находится
находится в закрытом гарде у Рамоса. А это, в принципе, архиопасно. Да, но пока, как видишь, без каких-либо серьезных тревог обходится дело. Высоко продолжает держать ноги. Все в надежде закрыть треугольник. Сосредоточен, конечно, Дави Рамос, но здесь, опять же, просто на него лег сверху. И вот сейчас, не знаю, Ром, как ты, я все чаще стал себя ловить на мысли о том, что Рамос не хочет 25 минут сражаться. Сложно сказать. Можно будет понять по его состоянию буквально уже в следующем отрезке. Пока первый перерыв. Впереди второй раунд. Первый, скорее всего, остался за Артемом. Дави Рамос начинает с места в карьер с точки зрения перемещений в первую очередь. И вот такая атака от Артема. Сразу же заходит он в борьбу. Он не боится гарда от Дави Рамоса. Вот здесь пытается выйти на рычаг колена, скручивание пятки. Что-нибудь отсюда, но ничего не вышло. Вот говорил я сегодня про борьбу Джихада Юнусова и Ислама Омарова, а такой сюрприз как раз таки нам преподнесли Дави Рамос и Артем Резников. Давайте смотреть дальше, что здесь может придумать Дави. Артем заходит на ту самую территорию, которая считается бразильской. Все это напоминает шахматную партию, которую каждый из них разыгрывает. У каждого есть свои комбинации, короночки. И вот получится ли их воплотить, это нужно действительно очень сильно постараться. Ну что ж, пока контроль плотный. Да, действительно как-то зависли, что ли, в этом положении тот и другой. Понимая, что если здесь продолжать активничать в определенном смысле, можно допустить ошибки. Но вот Дави очень здорово отжимает и бьет локтями в лицо. Да, здесь причем это даже не удары, это именно движение с целью посечь лицо соперника. Кстати говоря, Дмитрий Лучников здесь находится, просто маэстро в стиле Кадманов, у него своя школа, которая уже давно функционирует. И, возможно, в этом бою придется Дмитрию самому поработать. Наводмаш пытается бить Дави Рамос. Здесь локоть, но очень хорошо пока все действия читает Артем Резников и поднимает из этого затянувшегося положения. А Дави Рамос так посмотрел на судью, а что точно не будет больше борьбы? Ну ладно. Итак, смотрим, сразу же оживилась и публика в Ледовом дворце Большой, в Олимпийском парке города Сочи. И вот здесь уже видно, что функционально-то начинают проседать парни. Жестко подзакисляются и ведут опять Артема Резникова четко по времени. Да, фактор простоя, конечно же, будет иметь место в этом поединке. Каждый ждет ошибку. Очень много мышечной массы, и у того, и другого. Да, будет сильно уменьшаться частота вот этих попаданий, будет очень много хождений друг за другом. И не всегда держит на уровне руки Артем Резников, и об этом как раз Александр Сарнавский и говорит. Понемногу сокращает дистанцию Дави Рамос. Здесь довольно серьезный стык предплечьем зацепил Резников соперника, но не более того. Слышу слово Кабеса из угла, вернее, Дави Рамоса. Там про голову какие-то удары, но здесь заставил, кстати, покачнуться именно Артем Резников, именно ударами в голову. Уже пару минут на ногах находятся бойцы. И пару минут нет борьбы. Артем начинает скандировать трибуны. Последняя минута второго раунда. Вот если можно сказать про поединок слишком умный, наверное, вот такой. Гроссмейстер
Гроссмейстерский слишком. Вообще, кстати, Дави Рамос практически перестал бить. Очень долго выцеливает. Попал снизу. Вот именно удары справа, снизу чуть лучше проходят у Артема Резникова. Но выйти на них очень сложно. Огромная подготовительная работа. Я бы отметил, как Артем перемещается. Вот обрати внимание, он практически приставными шагами, вот как во время разминки. У него нет одной ноги, которая спереди, а именно вот так, как в тренажерном зале. Да, все время в левую сторону, а вот здесь на скачке неплохо. В стиле Александра Поветкина, если бы это пробил. Артем. Последние секунды. Там задумал атаку от Дави Рамос с вращением, но не получилось. Друзья, трансляцию могут заблокировать в любой момент. Новую сразу же скинуть. Так, впереди третий раунд. По-прежнему из центра начинает активно работать Дави Рамос. И тот самый апперкот. Причем в связке такой боковой апперкот сразу же. Очень быстро. Вообще достаточное количество пропускал Дави Рамос, и почему-то только сейчас решил вот этими прошивающими ударами более активно начать работать. Судя по всему, все-таки разозлился. И опять за счет апперкота выпрыгивает Артем Резников. Видно, что проведена была большая тактическая работа. Частично зацепил, это было неприятно и неожиданно со стороны Рамоса. Но при этом Дави, возможно, начинает немного злиться. Он не успевает, он не догоняет Артем. Как будто бы здесь пропускает, и как будто бы завелся Дави. Опять этот хищнический взгляд. Да, потихоньку начинают раскрываться. Вот остановился здесь Рамос. Ну, просто ему, наверное, надоело гоняться. А Артем Резников действительно жалит с дистанции раз за разом, резко сокращая расстояние. Да, и вот это особенно расстраивает, когда твой удар отправляется куда-то в космос. По воздуху, когда не попадаешь. На скачке проход в ноги. И что здесь? Рычаг колена будет искать или нет? Нет, мне кажется, там воздействие на руку идет, на локтевой сустав. Нет, не успеет. А времени 3,5 минуты. Накрывает сверху Резников. Ой, рассечение, кстати, появилось на глазу, по-моему, у Дави Рамоса. Или на переносице. Не совсем пока понятно, по-моему, да, на переносице. Предполагаю, что вполне могли столкнуться головами в этом эпизоде. Очень коротко, но очень точно. Да, переносится. И опять высоко работает ногами Дави Рамос. Гард закрыт. Кажется, что у Дави даже мышцы так растут, что они приспособлены для удушающих. Посмотрим. Все ждут чего-то эдакого из мира бразильского джиу-джитсу от Рамоса, но он пока ничего не сделал. Да, работает ногами чуть выше. Скорее всего, будет угрожать опять рычагом. Не сделал он, потому что огромная широкая спина. Это раз, два, не завершает ошибок, в принципе, Артем Резников, понимая, что здесь может быть абсолютно все фатально. Ну и, конечно же, тотальный разбор оппонентов прошел и с той, и с другой стороны, это понятно. Пока кажется, что функционально Артем получше. И, возможно, это самая важная вещь в этом противостоянии. Квадробой уже позади. Да, все просто. 3-0 по тейкдауну. Вполне возможно, все идет к тому, что и 3-0 по раунду в пользу Артема. Минута 45 до завершения третьего раунда. Здесь периодически нагружает голову Артем Резников. Он нагружает голову-то ведь не свою, а оппонента. И такими достаточно неплохими ударами, то справа, то слева. Ну что ж, действительно много борьбы в этом поединке, вопреки словам как раз Артема. Но здесь борьба именно силовая. Борьба больше как раз вольного типа, навязанная именно Резниковым. Упирается
опирается на колено. Пытается встать Дави Рамос. Убирает у него опору всячески Артем Резников. И пока вот в этом компоненте, конечно, переигрывает Дави. Но привычное более положение для Дави Рамоса — это лежа на канвасе. Вот здесь локти очень неплохие. Один раз подключил Рамос. Попадает здесь Артем. Нурбек Хасиев в углу, в том числе у Дави Рамоса, дает какие-то подсказки. Рузимов Пальярес. Тренерский штаб. Все напряженно следят за происходящим. Но пока полет нормальный для Артема Резникова. То есть самое главное, запас по очкам он, скорее всего, обеспечит через 23 секунды. Потому что Рамосу просто 2 выигранных раундов уже будет недостаточно. И получается, что с задачей минимум Артем уже справился. Ну а дальше нужно действовать максимально аккуратно. Дави Рамос сам себя загоняет в достаточно сложное положение, из которого ему нужно либо финишировать, либо душить. Но пока ни то, ни другое не выглядит убедительно. Убедительными выглядят лишь вот эти вот удары, которые периодически прилетают в голову Дави Рамосу. Геннадьевич, спасибо большое, 50 рублей. Друзья, можете поддержать трансляцию, можете на карту закинуть любую сумму. Благодарны. Глядя в глаза, видно было, что разгорелся азарт у него. Четвертый раунд. Итак, 4-й раунд. Рамос по обыкновению начинает двигаться вперед. Резников, конечно же, действует с наскока. Саша Сарнавский постоянно подсказывает, что нужно держать руки на месте и что нужно поувереннее себя чувствовать, учитывая как раз то преимущество, о котором мы с тобой, Алексей, говорили. Вот здесь очень опасно могло быть для Дави. Пока лег на ногах Артем Резников. Через руку попадает здорово в область виска, но на секунду не повело Дави Рамоса. Продолжает он искать, но просто не видит возможности Рамос для проведения удара. Он не достает и не успевает по-прежнему. Получается, что переигрывает Резников как в стойке, так и в партере. Но не то, чтобы в партере переигрывает с точки зрения болевых или удушающих приемов, а навязывает свой затратный силовой тип борьбы. Да, и пока Дави Рамос не может попасть. Объективно нужно это признать. Несколько попаданий были, но, пожалуй, здесь нет какого-то преимущества уж точно на стороне Дави Рамоса. Артем постоянно через руки, были точные попадания и продолжает это делать. За счет этого постоянного движения, не давая по себе прицелиться, не давая по себе сконцентрироваться. Правый прямой от Дави Рамоса. Он вообще по пусту удары старается не выбрасывать. Может и голова закружится при просмотре этого поединка. Дайте прямую камеру посмотреть передвижение по клетке. Ну, я думаю, такая четкая окружность будет на стороне Артема Резникова. Вот здесь разряжается неплохо и, казалось бы, близко к хорошему попаданию. Но нет, Дави продолжает ходить и выслеживать своего казахстанского оппонента. Да, по-прежнему есть противостояние. И хочется верить в то, что будет какая-то развязка. Яркая, конечно же. Пошел вперед Рамос. Да, середина четвертого раунда. Вот как раз именно к этому моменту Рамос пошел вперед. Да, куда-то в потолок улетел этот удар. Ну что ж, получается, что у Артема Резникова был план А, скорее всего, есть план Б, но при этом у Рамоса есть своя генеральная линия партии, которая до конца не работает, а по-другому он не действует. Хотя учитывая его опыт выступлений вообще на разном уровне, боец
такого типа должен уметь перестраиваться. Вот Артем Резников во многом в поединке с Юсупом Раисовым преуспел за счет джеба. И вполне себе можно было бы делать то же самое здесь Дави Рамосу, но он почему-то не фехтует. Но и не будем забывать, что также Артем Резников в том бою преуспел благодаря двум очень важным тейкдаунам. Это чувство дистанции, опять же, достаточно очевидную вещь скажу для многих, но ее нет, и Рамос ее не чувствует, а пружинистый на ногах, вот здесь может быть только разве что, пружинистый на ногах Артем с оверхендом хорошо залетает. И попасть по нему сложно, очень глубоко посаженная шея. Вот здесь. Да, как только перестает двигаться влево от тебя сторону, берет небольшую паузу, даже микропаузу Резников, значит, он готовит атаку. И, похоже, начинает это читать. Дави Рамос здесь с разножки пытается догнать, психует и уже воздействует психологически на Резникова. Предлагает порубиться Дави Рамос. И вот здесь. А вот эти финты, это от Юэля Ромеро, кстати говоря. Или от Тони Фергюсона. Ну что ж, 30 секунд всего в четвертом раунде. И кто бы что ни говорил, бой смотрится. Бой держит. Великие атлеты, безусловно. Да, понимает Дави Рамос, что поединок уходит. И четко действует Артем Резников своему плану. Он прям уплывает. Давай подеремся, почему ты убегаешь? Словно говорит Дави Рамос. И еще один удар, тейкдаун навстречу не получается. Перерыв последний в этом бою. Как и Артем Резников. Для этого даже не нужно ходить, наверное, к судьям, узнавать что-то. Вопрос в другом, что потом, после этого боя, Дави Рамос будет совершенно точно утверждать, что я хотел дать шоу, я хотел подраться, а Артем уходил от боя. Но это уже лирика, и не будем забегать вперед. Впереди еще 5 минут в этом противостоянии. Дави полон решимости все-таки что-то изменить в этой встрече. И возможность досрочного завершения возрастает. Колено летит в голову. Да, был потрясен, возможно, даже на секунду Артем Резников. Сейчас тактически должен выдержать этот натиск Артем Резников, а Дави Рамос взять свое. Он убегает, удар с разножки. Еще один пытается навязать борьбу с пролом от Дави Рамоса. Колено в голову. Да, вот это начало от бразильца. Немного растерян Артем Резников. Ему необходимо собраться. Бросается в борьбу. Накрывает сверху. Отдал шею, нет. И работает локтями там со всей силы Дави Рамос. Отпихивает от себя. Еще локоть какой тяжелый в голову пришелся. Пытается набросить треугольник. Дави Рамос, но необходимо обойти защиту. Нет, не получается. И гард закрывается. Да, пожалуй, это одно из самых правильных решений было со стороны Артема Резникова. Перевести, чтобы минимизировать ущерб и не давать возможности работать по себе. И в данном случае это решение было вынужденное. Прям поймал свою волну Дави Рамос в пятом раунде. Вопрос в другом, почему он начал рисковать и так себя вести только в пятом отрезке? Почему его атаки стали более затяжными? У него появился и второй, и третий темп. Как будто бы открылся новый баг. Ну, осторожничал, надо понимать, что Артем очень здорово может контратаковать и хорошо рубануть с оверхенда. И здесь он будет, конечно, трампить основательно Дави Рамоса, не давая ему возможности вздохнуть. Да, мы не знаем, конечно же, итоговых оценок, да, какими они будут, если этот бой дойдет до решения, все к этому идет. Но хотелось бы, чтобы Дави Рамос продолжил выступление в Лиге Исей. Ну да, наверное, не в Гран-при, но, по крайней мере, он действительно может очень серьезную конкуренцию составить в своей весовой категории. Полраунда. По тейкдаунам 4-0. Сухую. Ну, учитывая то, что мы смотрим пятый
сейчас угол Дави Рамоса. Ну, а здесь такие аккуратные тычки справа и слева от Артема Резникова. Еще несколько ударов. И здесь даже не пытается Артем обходить защиту. Там ни справа, ни слева, ни в боковой заходить, ни в хавгард. Опять высоко колени. Падает вместе с ним на канвас Артем Резников. Минута 30. Все в голову. По корпусу практически не наносит удары Артем. Ведь прилетать-то хорошо. Достаточно ощутимо. Каждый раз. Ну вот интересно, перевесят ли все эти атаки в партере от Артема тот шквал ударов от Дави Рамоса в начале отрезка. При этом наверняка многие из вас могут сказать, но ведь Дави Рамос давил из центра. Он работал первым номером, и у него была инициатива. Но нужно считать очки, кто больше попал. Потому что просто ходить это одно, а как раз контрдействия, атаки с наскока, они были практически с самого начала у Резникова. Да, действительно дорабатывает уже Артем Резников этот поединок, абсолютно доводя его до логического завершения, причем делает это уверенно, абсолютно точно. На все свои деньги сейчас отрабатывает Артем Резников, это нужно признать, он хороший в борьбе, он хорош действительно и в стойке. Дозировано столько, сколько ему надо, и это очень правильно. И еще были моменты со здоровьем, была травма плеча, большой простой. Артем доказывает, что он настоящий профессионал. И здесь он сделал свою работу великолепно. Недоволен Дави Рамос этим поединком. Отпахал 25 минут Артем Резников. 1, 2, 3 and 5. Our McGregor scoring the same. 52-45. Судья номер 4, 49-46. Judge number 4, 49-46. Видимо, пятый раунд отдали все-таки Рамосу. В одном случае. Одержал победу и отправляется в финал, полуфинал Гран-при легковесов. Your winner by unanimous decision and goes to semi-final Grand Prix lightweight division, Artem Spartayev.